Глава администрации Сухума Бесланышева и заместитель главы Автандил Сурманидзе по приглашению мэрии Грозного приняли участие в праздновании Дня столицы Чеченской Республики. 5 октября городу Грозному исполнилось 204 года. Делегация Сухума вместе с другими гостями из городов и регионов России приняла участие в торжественном открытии Дня города Грозного. На торжественном мероприятии мэр Грозного Хасмагомед Кадыров поблагодарил гостей за участие в праздновании Дня города. Мне очень приятно отмечать, что Грозный входит в число самых динамично развивающихся городов в России, отметил Хасмагомед Кадыров. Грозный успешно развивается во всех направлениях, становится современным и комфортным городом. Отрадно признать, что наш город стал одним из самых популярных направлений у туристов. Большой интерес наша столица вызывает у инвесторов, что положительно сказывается на экономике, а следовательно в общем развитии Грозного. Участники торжественного мероприятия возложили цветы к обелиску первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова в мемориальном комплексе. Для гостей Грозного провели экскурсию в музей мемориального комплекса славы имени Ахмата Хаджи Кадырова. Мемориальный комплекс посвящен победе в Великой Отечественной войне, а также первому президенту Чеченской Республики. Далее мэр Грозного Хасмагомед Кадыров сопровождал делегацию Абхазии по дороге в Национальный музей Чеченской Республики. Экскурсию для гостей празднования Дня Грозного провели и в этнографическом комплексе в центре города, стилизованном под древний чеченский аул. Здесь были представлены районы республики. Это напоминает наши праздники Влахнашта и Мукашта. Гостей праздника угощали национальными блюдами. Для них была подготовлена концертная программа и различные выставки старинных экспонатов и изделий ремесленников. Далее мэр Грозного Хасмагомед Кадыров провел в ресторане «Парус» торжественный прием делегации, прибывших на празднование Дня города. Глава администрации Сухума Бесланышева поздравил жителей Грозного с Днем города и пожелал дальнейшего процветания. Мэр Сухума пригласил главу Грозного Хасмагомеда Кадырова с визитом посетить столицу Абхазии. Разрешите мне от лица столицы Республики Абхазия, города Сухум, от себя лично поздравить вас, грозненцев, мэра города Грозного, с Днем города. Я первый раз в городе Грозном. Конечно, все очень нравится. Явно видно, что город развивается и еще большие планы. От души хочу пожелать развития и быть таким образцом, как он есть на сегодняшний день. Жителям мирного развития, здоровья крепкого и успехов. От всей души хочу пригласить чеченскую делегацию во главе вас, уважаемый мэр, город Сухум, столицу Республики Абхазия, посетить с ответным визитом. Мы вас официально приглашаем. Бесланышева подарил мэру Грозного посох, башлык, абхазский нож из дамасской стали и памятную монету Аяйра, выпущенную нацбанком Абхазии. Далее в Грозненском дворце торжеств имени народного артиста Чечни, Абхазии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагуна Умаева состоялся праздничный концерт. Концерт посетил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, день рождения которого отмечается также 5 октября. После торжественного концерта глава Чечни Рамзан Кадыров, мэр Грозного Хасмагомед Кадыров, а также гости Грозного приняли участие в церемонии открытия стилизованных песочных часов на въезде в столицу Чеченской Республики со стороны Аргуна. Часы символизируют возрождение города. Народ начинает забывать, насколько был разрушен город Грозный, республика, насколько были трудные времена. Гостям тоже интересно, что было на самом деле в Чеченской Республике, поэтому придуманы эти песочные часы. Они наглядно передают ту картину, то, что мы пережили, сказал Рамзан Кадыров на церемонии открытия песочных часов. Вечером для гостей празднования Дня города во дворце торжеств София был организован торжественный ужин от имени главы Чеченской Республики. Для гостей была организована концертная программа, состоящая из народных песен и танцев.
История города Грозный началась в 1818 году, когда была заложена крепость Грозная в 6 верстах от входа в Ханкальское ущелье. Но археологические находки свидетельствуют о том, что на месте современного Грозного еще в середине первого тысячелетия до нашей эры появились первые поселения. Со второй половины XVI века эти места стали стратегическим пунктом торгового пути от Крыма до Ирана. В советское время в Грозном развивались экономика, культура, искусство. Грозный был разрушен до основания в период Второй чеченской кампании. Сегодня Грозный – современный город с достопримечательностями, среди которых мечеть «Сердце Чечни» и комплекс высотных зданий Грозной сети. Мадина Абганба, пресс-служба администрации города Сухум.